2020 по 2024 год в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы было заключено 127 контрактов на общую сумму 5 миллиардов 670 миллионов рублей. В основном это объекты энергетики, объекты водоснабжения, водоотведения, объекты дорожной инфраструктуры. В этой программе есть начало мероприятия строительства детской республиканской больницы в городе Сухум, строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацыкыт Гулерипческого района. В рамках реализации объектов энергетической отрасли самым крупным объектом был объект реконструкция ПС «Бзыбь». Подстанции «Бзыбь», стоимость контракта 650 миллионов рублей. Там полная реконструкция всего объекта и увеличение подстанционной мощности со 126 мегаватт до 250 мегаватт. Это узловая подстанция, одна из 3 самых крупных в Абхазии. Также в селе Алахадзе, ПС Алахадзе, там также подстанция восстанавливается с увеличением подстанционной мощности с 16 мегаватт до 40 в первом этапе, и во втором этапе в программе 26-28 она будет увеличена до 80 мегаватт. Работы на ней сейчас продолжаются. В Гагарском районе также капитально была отремонтирована автомобильная дорога, ведущая в город Пицунда с центральной автомобильной дороги. В поселке Цандрипш улица Октябрьская полностью была отремонтирована. В городе Сухум много центральных улиц отремонтировано. Это улица Джонова, улица Гулья, улица Базинская, улица Воронова, улица Кугония. Все работы проведены после замены всех существующих коммуникаций на этих улицах. Это ливневая канализация, водопровод, тротуарные зоны. В Гулерипческом районе за отчетный период отремонтировано более 30 автомобильных дорог, особенно в программе 2022. Очень много дорог местного значения в Гулерипше было предусмотрено. В Ачимчирском районе, в селе Тамыш, в селе Мук и в селе Меркула были отремонтированы также дороги местного значения. В городе Ткварчал идут масштабные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, и самый большой контракт там – это дорога от города Ткварчал, Ткварчала-Кармара она называется, это туристический маршрут на Ткварчальские водопады, Кармарские водопады так называемые. Работы практически завершены, осталось уложить 3 километра второго слоя асфальтобетонного покрытия. В городе Гудаута также восстановлена подстанция ПС Гудаута. В городе Сухум ПС Сухум-1, как вы помните, подстанция, на которой произошел пожар в городе Сухум. Также проведены все работы, объект введен в эксплуатацию, мощность подстанции увеличена до 50 мегаватт. То есть это полная замена оборудования, да, помещения, да? Да, на подстанции было предусмотрено 3 этапа реализации. Первый этап – это замена оборудования, второй этап – капитальный ремонт помещений, и в третьем этапе приобретение трансформаторов для увеличения подстанционной мощности. Также в инвестиционной программе было предусмотрено мероприятие, это строительство линии освещения Сухум-Ачимчира и капитальный ремонт существующей линии освещения ПСО-Сухум. Значит, по мероприятию Сухум-Ачимчир работы все выполнены. Более того, за счет экономии удалось сделать 2 отрезка дополнительных. Это въезд в город Ачимчира от центральной трассы до железнодорожного переезда и
от Очимчирского поворота до поворота в город Хварчал. Особо важный объект в перечне мероприятий инвестиционной программы – это строительство детской республиканской больницы в городе Сухум. Как вам известно, существующая детская больница в городе Сухум не отвечает никаким требованиям, ни медицинским, ни строительным нормам и правилам, поэтому было принято решение о строительстве новой республиканской больницы. Минздрав Республики Абхазия разработал техническое задание, мы его отправили на согласование в Минздрав Российской Федерации, после чего началось проектирование. В нормах Российской Федерации проектирование осуществлялось с обязательным прохождением государственной экспертизы на территории Краснодарского края, что мы и сделали. Экспертиза пройдена. Работы были начаты в 2024 году, в августе, но в связи с известными событиями в ноябре 2024 года работы остановлены в связи с остановкой финансирования. Как вам известно, на днях состоялся визит в Республику Абхазия первого заместителя главы администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Он посетил данный объект, где была достигнута договоренность о том, что финансирование будет продолжено. Наши коллеги из Министерства экономического развития вчера это подтвердили, и мы сейчас направляем заявку на дальнейшее финансирование объекта. В больнице 5 этажей, это первый цокольный этаж технический, 3 эксплуатируемых этажа и 5 также у нас технические помещения. В больнице предусмотрено 66 койко-мест, хирургия, операционные залы, стоматология, аптека, конференц-залы, кабинеты для персонала. То есть все необходимое оборудование для того, чтобы у наших детишек была возможность не выезжать за пределы Республики Абхазия, в этой больнице появится.